Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность сделки, в результате которой Башкортостан потерял контроль над башкирской содовой компанией. Владимир Путин подчеркнул, контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам и деньги в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются. Глава государства отметил, что при выручке в 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели в прошлом году ушло только 2,5 миллиарда рублей. И 100% чистой прибыли БСК в прошлом году были направлены на дивиденды. Обсудим ситуацию вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами доктор экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Константин Гришин. Константин Евгеньевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вы можете прокомментировать слова президента России Владимира Путина? Ну, вообще, ситуация вокруг Куштау имела достаточно значительный резонанс. Не каждый раз глава страны обращается к той или иной теме. Обращение к этой теме свидетельствует, что данный вопрос очень актуален, в том числе и на федеральном уровне. И государство в лице нашего президента решило обратить особое внимание на эту тему и подключиться к решению проблемы, которая начинает закручиваться вокруг БСК, и, соответственно, Куштау. Я думаю, что сейчас уже этой теме со стороны правоохранительных органов, наверное, будет уделено более глубокое, так скажем, внимание. Результаты этого внимания, мне бы не хотелось обсуждать, потому что там очень, наверное, много вопросов таких будет политического характера. Но тем не менее, я прогнозирую, что определенные изменения в деятельности БСК произойдут. Константин Евгеньевич, Владимир Путин спросил, где деньги. Вот как вы бы ответили на этот вопрос? Что вам видно, где деньги? Давайте посмотрим на деятельность БСК. Всем известно, что это крупнейший в мире, можно сказать, производитель кальцинированной пищевой соды. Да, это основные производства, но есть и там производства, связанные с выпуском ПВХ и другими продуктами нефтехимии. И нужно отметить, что деятельность БСК, она достаточно высоко рентабельна. Если мы посмотрим на результаты 2019 года, первого полугодия 2020 года, то мы увидим очень хорошие финансовые результаты на самом деле. Выручка компании за прошлый год составила порядка 48 миллиардов, да, за 2019 год. При этом чистая прибыль более 12 миллиардов. В этом году, да, несмотря на этот развернувшийся в начале года кризис, обусловленный падением цен на нефть, эпидемией коронавируса, выручка за первое полугодие составила порядка, если не ошибаюсь, более 20 миллиардов. Да? Если посмотреть на рентабельность производства, то это достаточно высокорентабельное производство. Рентабельность продаж у БСК составляет примерно 25%. В этом полугодии, да, они показали рентабельность продаж 35%. Это такая высокая рентабельность свидетельствует о том, что даже если вдруг возникнут дополнительные издержки производственные, да, которые, конечно же, влияют на рентабельность бизнеса, да, то у компании есть достаточно серьезный запас, который позволяет оставаться прибыльной компанией. И в этом плане разработка каких-то новых месторождений, на что ссылаются там и представители БСК, и эксперты, конечно же, может привести к росту издержек.
Да. Но еще раз повторюсь, рентабельность продаж достаточно высокая, 35%, даже 25% это серьезный, так скажем, задел для финансовой устойчивости предприятия. И при некотором росте издержек компания все равно остается прибыльной. Она даже останется все равно высоко прибыльной. Даже если возникнут издержки дополнительные, связанные с освоением новых сырьевых источников. Понятно, что разработка Куштау, этот Шихан находится достаточно близко к производству, и, соответственно, транспортные издержки будут гораздо ниже, нежели если использовать другие альтернативные источники сырьевые. Но тем не менее, в современных условиях, в складывающихся, да, я думаю, компания вот чисто с экономической точки зрения вполне может пойти на некий рост издержек с тем, чтобы, во-первых, сохранить производство, а во-вторых, все равно оставаться прибыльной. Вы же понимаете, это все равно бизнес. Для бизнеса извлечение прибыли является приоритетом. Но при этом, конечно же, нельзя забывать о социальной составляющей. Это мы еще с вами обсудим. Константин Евгеньевич, вот Владимир Путин поручил правительству Михаила Мишустина и властям Башкортостана разобраться с выводом денег БСК в офшоры. Каким образом это может быть проверено? Как вообще здесь может идти сотрудничество властей Башкортостана и правительства России? Ну, это осуществляется посредством проведения аудита. И тогда уже все финансовые потоки отслеживаются и становится понятным, да, куда выводятся деньги, где основные интересы бенефициаров и так далее и тому подобное. Технически это, не так сложно. Конечно, есть там определенные нюансы. Все-таки, если действительно потоки выводятся за границу, тем более в офшоры, там раскрытие информации, это же конфиденциальная информация. Но тем не менее, я думаю, вопрос решаемый. Глава Башкортостана прокомментировал слова президента России Владимира Путина, и он отметил, что справедливость должна восторжествовать, в том числе по социальной направленности, про которую вы уже отметили. Вот Ради Хабиров сказал, уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует, и СОДА снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономических проблем Башкортостана. Вот как вы понимаете слова главы Башкортостана? Понимаю, буквально государство планирует взять под свой контроль основной пакет акций БСК, судя по этим высказываниям. Что я могу сказать по этому поводу? Но вообще вот в менеджменте государство рассматривается не как самый эффективный собственник, да? Но здесь нужно понимать, что эта парадигма, так скажем, да, это парадигма свойственна все-таки больше западному менеджменту, она оттуда пришла. Считается, что частный собственник более эффективно управляет производством, распоряжается прибылью. Но я считаю, что все это, менеджмент, да, компании нужно рассматривать в контексте. У нас контекст в России несколько иной, он отличается от западного контекста, поэтому в России государство при определенных условиях может быть эффективным собственником. Да? И, конечно, получение контроля над этим предприятием, которое является в принципе стратегическим не только для Стерлитамака, но и для нашей республики, я думаю... Ну и даже для страны. Ну и для страны в целом, да, я сейчас пока масштабами республики оперирую. Получение этого контроля поможет, мне кажется, все-таки более эффективно сориентировать деятельность башкирской содовой компании на решение социально-экономических проблем региона. Все-таки они расположены в нашем регионе, и, соответственно, конечно, их вклад
Но, судя по открытым источникам, они там планировали проинвестировать 700 миллионов. Да? Это соглашение, насколько я знаю, подписано было на 5 лет, ежегодно по 700 миллионов. Но учитывая, допустим, достаточно высокий уровень рентабельности бизнеса башкирской содовой компании, и что они генерируют достаточно большие объемы чистой прибыли, да, если государство получает больший пакет акций, то государство получает возможность, в принципе, активнее участвовать в распределении чистой прибыли. А чистую прибыль, мы знаем, она распределяется по усмотрению собственников. Да? Она может направляться либо на личное потребление, либо на решение каких-либо социально-экономических проблем. И в этом плане получение большого или, так скажем, большего процента акций БСК, я думаю, для республики выгодно. Весь вопрос в том, как эффективно организовать работу компании в новых условиях. Но за этим мы еще будем смотреть. К сожалению, время вышло. Спасибо, Константин Евгеньевич. С нами сегодня был доктор экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета Константин Гришин. И мы обсуждали ситуацию с БСК.